Время самбо. Под таким девизом в Москве прошел второй всероссийский форум представителей самообороны без оружия. Мероприятие было посвящено дню рождения спортивной дисциплины, которая в этом году отмечает 85-летие. Членами делегации Чувашской республики в ходе работы форума пообщался наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Центральная площадка первого официального дня самбо стал профильный международный центр в московских Лужниках. Но прежде чем приступить к обсуждению стратегии развития национального и приоритетного вида единоборства, участники форума «Время самбо» провели митинг у памятника основоположникам самбо. Творение скульптора Салавата Щербакова – это не просто памятник, поставленный по случаю. Это практически история развития самбо в нашей стране. Вместе с официальными лицами цветы к памятнику возложили и юные самбисты Чувашии в рамках праздничных мероприятий, принявшие участие в финале всероссийского турнира. Я занимаюсь самбо 7-й год, но у меня пока что только первый юношеский разряд. Мне очень понравилось выступать на этих соревнованиях, и я надеюсь, что в будущем я получу взрослый разряд. С днем рождения, самбо! О развитии лидерских качеств, патриотизме говорили и на площадке Всероссийского форума «Время побеждать». Приветствие участникам пленарного заседания направил президент России Владимир Путин. Глава государства, мастер спорта СССР по самбо подчеркнул, что юбилей этого вида спорта – хороший повод для продвижения ценностей физической культуры и здорового образа жизни. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак предложил закрепить принцип доступности секций самбо в региональных программах развития этого вида спорта. Важно при этом обеспечить доступность таких секций, прежде всего для многодетных, малообеспеченных семей и для семей участников специальной военной операции. Каждый форум, он образовательный, и для меня он очень важен, обрести новыми компетенциями, новыми знаниями, навыками для развития данного вида спорта именно в своем регионе, в Чувашской республике. В завершающей части работы форума участникам были представлены флаг сборной России по самбо, а также клятва и кодекс чести самбиста. Подробнее о мероприятиях, посвященных дню рождения самбо, мы расскажем в субботу в выпуске спортивных новостей. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.